Владикавказе состоялось очередное совещание проектного офиса. Провел его глава республики Вячеслав Битаров. Обсудили развитие библиотечного отдела. Работники сферы отмечают, книжный фонд уже устарел. Республиканские библиотеки не комплектовали более 20 лет. Также говорили о популяризации детских книг на осетинском языке. Алана Тамаева побывала на совещании. Дом осетинского поэта Блажки Гуржибекова передали в собственность республики. Вопрос восстановлением и созданием там музея сдвинулся с мертвой точки. Здание уже обследовали специалисты. Проект этого объекта будет готов к началу апреля. Проведено полноценное обследование этого здания. И буквально на этой неделе реставраторы дали детальное описание состояния этого дома, которое дает нам полное представление о том, как именно будет реставрироваться этот дом. И если резюмировать заключение реставраторов, то хорошая новость заключается в том, что реставрационные работы возможно провести, не разбирая здание. На повестке дня развития библиотечного дела в республике 133 библиотеки различного типа. На совещании озвучили ряд проблем. В первую очередь это вопрос комплектования. Книжный фонд библиотек республики устарел, отмечают работники сферы. Республиканские библиотеки не комплектовали более 20 лет. Еще одна проблема – нехватка кадров. Она связана с низким престижем профессий и маленькими зарплатами. Также необходимо обучение тех, кто уже работает в сфере. На заседании отметили важность стажировок специалистов республиканских библиотек в ведущих библиотеках страны. Не хватает и современной технической комплектации. Вячеслав Битаров поручил актуализировать программу развития библиотечного дела с учетом анализа потребностей районов. Ту работу, которую вы проделали по составлению программы, еще раз подкорректировать, актуализировать, по бюджету тоже посмотреть. Потом с Оксаной Владимировной будем согласовывать, сможем ли мы такие суммы найти или нет. И уже что мы реально рассуждали. И напишем потом дорожную карту и двинем работу с места. Тему продолжили презентации проекта популяризации детских книг на осетинском языке. В его рамках предлагают переиздать известные произведения для детей в современном формате. Уже подготовили список таких книг. Руководитель приоритетной программы «Культура» Мадина Атаева отметила, те осетинские детские книги, которые сейчас предлагают читателям, устарели и совершенно нечитабельны. Такие книги детям не очень приятно брать в руки. Но если посмотреть на них профессиональным взглядом, по мне это абсолютные книжные шедевры, потому что они были сделаны высококлассными редакторскими коллективами. И, безусловно, литература, в частности та, которая лежит на вашем столе, она достойна того, чтобы ее переиздать на хорошем полиграфическом уровне, который будет приятен и понятен современному читателю. Проектом предлагается не только переиздание, но и проведение конкурса на лучшее оформление книг. Есть еще идея – ввести аудиоформат. В детских книгах предлагают встроить специальный проигрыватель, на котором будут записаны сказки, прочитанные актерами Осетинского театра. Вячеслав Битаров идею полностью одобрил и предложил переизданные книги распространять в школах республики. А еще записать осетинские книги для детей в формате аудио для смартфонов. На совещании доложили о еженедельных поручениях. Реализация приоритетного проекта развития службы анестезиологии и реаниматологии идет по графику. Сейчас готовят документы на ремонт отделения реаниматологии РКБ. Параллельно оформляют документы на закупку оборудования. Вопрос подготовки кадров тоже не стоит на месте. Первая группа уже прошла обучение в многопрофильном медцентре в Беслане, вторая группа укомплектована. Алана Тамаева, Алан Суанов. Новости Осетии.